Introducing, fighting out of the blue corner, his professional record, 2 wins, 1 loss, stands 173 centimeters tall, his weight 61.7 kilograms, fighting out of Staroskal, Russia, Takir Tokarev! Және оның қарсыласы алаңның қызыл бұрышы. His opponent fighting out of the red corner. His professional record 5 wins, stands 173 centimeters tall. His weight 61.7 kilograms. Fighting out of Алматы, Қазақстан. Ханымдар мен мырзалар қарсы алыңыздар. Гамлет Асланов! Рефери Ақтілеу Әскербайұлы. Делаем готово. Уже начали общаться, они до боя, говорят, делаем. тыңдаймыз. Стоптан кейін жұмыс жасамаймыз. Ережені білесіңдер, ережені бұзбаймыз. Қол алсамыз, ұрыштарымызға сәттілік. А я скажу до конца, да, вот доскажу эту фразу, потому они говорят, делаем до Талова. До Талова, да. Я, кстати, даже не услышал, но мне хватило и делаем, потому что я тоже уверен, что они будут сейчас делать какую-то красоту и какое-то прям огнище. По-другому не скажешь. В любой плоскости, что в стойке, что в партере, они готовы сейчас показать красочный бой. Поехали! О, сколько искр, сколько искр. О, хайкик сразу. Гамлет начинает сразу с борьбы, проходит он в корпус, и получается у него перевести, но сразу же Такир встает, борются они у клетки за позицию, и прям сразу видно, что Гамлет, походу, в перестрелку вступать не собирается, а вот какой-то амплитудный бросок он сделать собирается. Стаскивает он своего соперника, но Такир сразу же, как такой неваляшка, поднимается в стойку. Достойный соперник для Гамлета Асланова, по-настоящему сильный парень. Заслуженный мастер спорта по самбо, это, или по рукопашному бою, я могу сейчас путать, но в любом случае заслуженный мастер спорта — это уровень. Уровень очень высокий. Ну что ж, сейчас такая позиционная борьба, возможно, кому-то она не нравится, но сразу же Гамлет слышит мои слова и закидывает прям какой-то тяжеленный локоть по Тагиру. Внутренний зацеп пытается провести. Да, вот, в физической силе выигрывает, конечно же, Гамлет, но Тахир, он очень опытный парень, очень техничный, и главное, Гамлету, наверное, на что-то не попасться сейчас. Да, быть или не быть, но о чем вопрос для Асланова, быть ли этой победе в конце концов. Он прижимает, он продолжает, да, редкие удары случаются. В ответ Токарев. Да, такая по корпусу. Позиционная тяжелая борьба, тратят силы оба, но думаю, что как раз Гамлет и готов к такому. Эдуард Базров к этому его готовил много времени, бороться, дышать. И вот, ой-ой-ой-ой-ой, слушай, Гамлет пропустил прям жесточайший, да, по-моему, удар, но сразу же сориентировался. А мне казалось, что он пригнулся. Да, и вот просто навстречу получил. Слушай, не знаю, подхватил сейчас шею. Но ты думаешь, он настолько быстро мог бы сориентироваться? Да, подхватил сейчас шею сильно Гамлета. И нужно обходить борьбу, потому что может сейчас задушить Тагир Гамлета, и как будто... Но есть люк. Да. Все-таки кажется... Но достаточно тяжелом положении. Не знаю, я хочу посмотреть повтор, потому что это, наверное, такая самая большая интрига этого боя. Был ли пропущенный? Мне кажется, Токарев пока просто блокирует соперника, не дает ему пройти дальше. Но при этом, видишь, ногами он тоже работает, закрытого гарда, растягивает Гамлета. Ну все, да, Гамлет выбрался. И мы слышим, как аплодирует этому публика. Посмотрим, как сверху будет работать Гамлет. Очень опасен Тагир отсюда. Выходит на армбар сразу же. Гамлет вынимает руку сразу же на ногу. Транзишн у Тагира на колено. Вот, конечно, да, это называется партеровик. То, о чем я вам и говорил. Очень высокий уровень партера. Делает он свип через болевой на ногу и улучшает себе позицию. Вот сейчас даже Гамлет не совсем понимает, что отсюда делать. Пытается просто не отдать ногу. Чуть да, не потерял спину. Сколько, да? Свипуют постоянно, меняются в позициях. С Токаревым в партере работать очень опасно. Это действительно партеровик высочайшего уровня. Я думаю, что, там, черный пояс, вот этот парень мог бы выходить бы с черным поясом по бразильскому джиу-джитсу. И в маске для страйкбола. Отсылка к предыдущему бою, кто не понял. Посмотрите обязательно. Да, дали нам немножко выдохнуть сейчас ребята. И хорошо, потому что... Ох, локоть первый, да. Сам как-то слишком пассивен. Но смотри, он же понимает, что каждый его удар приводит к тому, что Тагир просто разворачивает корпус и пытается забрать руку на армбар. Поэтому нужно работать просто крайне осторожно.
То есть всегда есть угроза со стороны соперника переваливать. Так, Да, обходит ноги. пытается выйти в сайд-контрол или Да, просто отсюда пытается взять? обойти ноги, но это не так просто. Вот я говорю, с порториком такого уровня. Но это с самого начала было заметно. Токарев постоянно сражается за инициативу. Растягивает сейчас ноги он Гамлету. А Гамлет вот работает плечом, кстати, довольно неплохая история отсюда, когда тебе вяжут руки. Но Тагир не забывает тоже про локти. И вот настолько, да, слушай, на больших оборотах этот идет бой, что осталось всего минута. Сейчас мы от секунданта услышали Тагира. Ой-ой-ой-ой-ой! Выходит Да. на армбар. Тагир Токарев очень опасно для Гамлета. И, возможно, И как же он подловил сейчас Гамлета? да, нужно вынимать голову Гамлету. Непонятно, Гамлет дышит там или нет. Да, Да. дышит. Но очень плотно. Очень плотно, Классный 38 треугольник, он секунд. еще и на армбар, да, Но пытается. вроде да, смотри, есть, Есть люфт. вообще. Есть люфт для дыхания у Гамлета. Он обходит Да, ноги. да, Вау! вырывается. Это очень опасное Это было очень положение. круто. Вау! Зал ликует, потому что это действительно такой крутой бой на таких высоких оборотах. Да, слушай, нужно быть осторожным Гамлету. Экшена хватает в этом бою. А Тагиру совсем немножко не хватило для победы. Плотный был захват. Мне кажется, столько событий, сколько мы увидели во всех предыдущих боях, мы увидели в одном раунде этого противостояния. И тут варианты все возможны. Да, я не хочу отвлекаться на судейские записки, друзья, и даже предполагать, что там произойдет. Гамлет Асланов, ленивый лоу-кик. И мы, кстати, так и не посмотрели повтор того удара. Хочется все-таки, чтобы когда-нибудь его видеорежиссер трансляции нам показал. Но ничего страшного. Еще одна попытка прохода от Гамлета. Несколько ударов он пропускает. Слишком открыто. Нужно было чем-то скрывать. Я думаю, что после первого раунда Тагир так просто не даст себя перевести уже. Нужно быть более, не знаю, каким-то интересным и креативным. Мне кажется, или Асланов все-таки чуть замедлился? Да, у меня тоже такое чувство. Хотя видно, что и Тагир тоже с полуоткрытым ртом дерется. Зал Руки поддерживает опущены. Аслана. Да, вот О! очень явный, знаешь, нужно немножко покреативнее все-таки под удар как-то это делать. Классный спрол, классно защищался, не дал пройти в ноги Асланову Токарев. Ну Но вот все да, равно, просто- да, он заваливает. Да, Он всё равно. сваливает уже просто вот на усталости на какой-то, просто вот из последних каких-то сил, хотя второй раунд всего, но вот как будто уже так вот делает это Асланов. Не получается ему удержать внизу Токарева. Но И это молодые парни, это 23-24 года. Понятно, что они заряжены, и изначально было ясно, что первая пятиминутка будет супер яркой, огненной. Такой она и получилась. Ну, мне здесь? понравилось, да, и то, что происходило внизу, и я не удивлюсь, если сейчас мы увидим как раз в плоскости в нижний бой. Хотя, видно, вот Токарев, при этом у него хорошо получается бороться, не хочет почему-то оказываться снизу. Ну, понятное дело, что для него там это... Ну, он рукопашник, он самый молодой мастер спорта по рукопашному. Да, заслуженный бою в мастер России. спорта. Заслуженный, да, прошу прощения. Да, пошли колени. Токарев готов отзащищаться и ждет, когда Асланов, по-моему, просто сам отойдет. Хотя угол Токарева, я сейчас слышу, он, наоборот, советует ему переводить самому. И вот они прям видно общаются. Просунуть руку подсказывает. То есть правую сейчас завести и, возможно, таким Слушай, вот образом. Да, когда, знаешь, ты разговариваешь во время боя со своим угловым, действительно это напоминает фильм «Большой куш». Выглядит, конечно, очень интересно. Гамлет все еще идет за переводом. Нужно более активничать, как-то менять позицию, потому что, наверное, сейчас попросят в стойку обратно бойцов. Пока ничего такого интересного не происходит. Просто борьба у клетки, которая не идет никому в актив. Я придумал новое прозвище для Токарева. Ну-ка, Может быть, Джипси Кинг. неплохо, да? Неплохо. Он сегодня, кстати, дерется как раз. Да. Опять развел ноги. Вновь Асланов. Ну, никак развить успех не удается. Уже несколько попыток тейкдауна мы наблюдали. Все эти попытки безрезультатны. Вновь, пытался развернуться и в корпус всадить свое колено. И слушай, сейчас все это находилось в области комментаторского Угла, да, Жумана. И я вижу, что Жуман уже не комментирует, а просто пытается подсказывать своему первому ученику. Он уже отложил микрофон. Потому как комментирует Алена в этот момент. Гамлет Асланов. Слушай, да, для Гамлета сейчас все не очень хорошо складывается. Ой-ой-ой, вот его болтать начало. Да, видно, что он устал. Много сил Кислород. потратил в первом раунде. И первая попытка от Токарева пройти в ноги. Но неудачная, Да, хорошо да. защищался. Абсолютно Гамлет. зря. Абсолютно Да, зря и, Асланов. слушай, смог
Нет, не забрал спину, но вот, Пытаться будет вот эта вот штука Токарева, шлифовать. да, Смотри, какой удар, как он его просовывает. с этим, да, переходами на болевые на ноги. И вот сейчас, конечно же, ошибка Тагира очень много чего дала для Гамлета. Опасный Обходит лоб. он ноги, кстати. И есть боковой контроль, Слушай, есть как будто полторы и сам минуты. Токарев, что ли, устал. Почему он даже не пытается никак, не знаю, сопротивляться? Пытается выйти на руку Гамлет или что? Просто борется за позицию так необычно. У меня такое ощущение, что он находится вот в режиме импровизации, когда просто видит возможность, а после этого сразу Наверное, пытается да. Вот, ухватиться. скорее всего, да. Знаешь, Тагир пытается быть какой-то волной, да? Быть как вода, вот как учил Брюс Ли. То есть хоть и отдает вроде позицию, но сразу же переходит к какому-то другому свипу. Не дает себя на одном месте удержать. Гамлет заваливает. Ну, друзья, вот кто по итогам 2 раундов должен быть впереди? Мне кажется, вариантов множество. Ну, наверное, первый раунд точно ушел. Ну, не точно, ладно, ушел, скорее всего, Гамлету. За 3 минуты А контроля. вот второй, да, а вот второй не совсем понятно, потому что в конце действительно Гамлет выглядел лучше. Хотя вот только я сказал, и Тагир свипанул, причем свипанул оказался еще сразу же в боковом контроле. Ну, 23 секунды, я думаю, что до какого-то болевого не доведет все-таки Тагир, хотя Но- он очень хорош в этом деле. Мне казалось, сейчас и распятие может. Да, вариантов, конечно, достаточно. Какая же вариативность получается. Асланов 10 секунд до конца. Отсюда просто нужно забивать соперника. Уже и не нету удается. сил. В третьем раунде решится все. Сил нету у обоих. И кто просто покажет какой-то, да, дух. 5 минут еще остаются. Поехали. Классный бой мы наблюдаем сейчас. Ну что же, Гамлет держит руки высоко. Думаю, что ждет он момента, чтобы войти в ноги. И Тагир это видит. Видно, что Тагир не хочет. Ой-ой-ой, удар в пах, да? Да. Да, удар в пах. Я думаю, что он не специальный был. Бил он по корпусу, но что есть, то есть. Будут отчитывать, но мне кажется, точное попадание именно в... Да. Да, хотел он на подъеме удар в корпус пробить, но получилось то, что получилось. Есть 5 минут восстановиться у Тагира Токарева. Тахира Токарева. На самом деле надо посмотреть, как правильно, чтобы потом не сильно обижался на меня боец. Наверное, Тахир. Да. Тагир, мы как его на, скорее, кавказского называем. Так, врач заходит в клетку, и вроде бы не нужны его услуги. Нет? Да, Тахир просит, чтобы врач его осмотрел. Просто сейчас за клеткой все это происходит. Есть 5 минут, не стоит как переживать сильно. Как раз, наверное, для Гамлета эти минуты тоже очень важны, потому что у него есть время отдышаться, а когда ты столько сил расходуешь на борьбу и на переводы, тебе как раз этот кислород нужен. Слушай, надеюсь, не остановит бой, потому что, похоже, прям тяжелый очень удар Тагир пропустил. Да, нужно дышаться, нужно присесть. Тагир тоже это прекрасно осознает. 5 минут. и Да, всё. публике не нравится Разумеется. это, но поймите правильно, боец пропустил в пах, и это очень, ну, серьезный, на самом деле, к серьезному урону может привести, потому что многие бои из-за этого останавливались. И это был прям акцентированный явный удар, то есть это не симуляция со стороны Тахира. Знаешь, на кого похож таких? Колин Фаррелл? Да, Я об этом да. все время хотел сказать, но стеснялся. Почему? Не знаю. Ну, очень, просто очень. Кстати, вот я недавно слышал о том, что удары по пяткам на самом деле никак не приводят к тому, чтобы у тебя прошла боль в паху. И это не совсем правильно. Ну и С медицинской тейпы, точки зрения, вот. не знаю, насколько это правда. Вариантов там тоже, знаешь, много. Майор Пейн ломал палец, чтобы болел он, а не что-то другое. Фуф, мы возвращаемся. Хорошо, что я уж переживал. Да, Гамлет говорит, что не обессудь, братишка, случайно, и бой продолжается. 4,5 минуты. Да, практически весь раунд впереди. Гамлет. Лоу-кик. Гамлет занимает центр клетки, но Тагир отгоняет его и, в принципе, тоже готов за этот центр подраться хорошенько. Мощный оверхенд, от которого очень легко уходит Тахир Токарев. Ой, Кик, слушай, удар с какая-то разворота. вертушка, но такая, да, какая-то неявная.
Работает... Так, что Такая случилось? серьезная дистанция. Постоянно ее поддерживает Токарев. Да, такая нестандартная ударка у обоих, потому что все-таки оба борцы. Вот, да, такой проход через финт какой-то от Одну ногу. Гамлета. Одну ногу он забирает. Но здесь уже явно какое-то преимущество имеется. Локоть пытался разрядить, При этом отдает Токарев. немножко шею Гамлет. как всегда, в принципе, до этого. А Тахир, да, вот пытался сейчас ударить локтем, потом подумал, что лучше все-таки будет защищаться, потому что может дистанцию, позицию он потерять. Но темп снижается вот так, да, вниз, На самом деле, параллельно со временной шкалой. да, устали ребята. И вот очень интересно, как Тахир по времени всего боя переговаривается со своим секундантом. Это такая необычная история, мне кажется. За счет взгляда, знаешь, он дает понять. Да, что-то идет, что-то не идет. Гамлет пытается забрать корпус своего соперника. Постоянно Тахир- смотрит. Да, такая вот борьба за позицию все еще идет. Глубоко заходит Гамлет, пытается забрать ногу. И вот сейчас у Тахира есть захват, но, конечно, без... Там и через руку, видимо, да? Да, с такого позиции, конечно, задушить будет очень сложно, но просто немножко поднапрячь своего соперника, почему бы нет. Пытается... Вот, кстати, о чем я сказал, и было неприятно Гамлету сразу же после этого. Был локоть неплохой. Вжима... Это такая ситуация, когда кажется, что сильные стороны друг друга, они вот так нейтрализуют. И для Токарева Гамлет, может быть, и не совсем удобный соперник, но все равно достаточно комфортно он себя может чувствовать в такие моменты. Да. То же самое и с Гамлетом. Я подтверждаю этот бой, который интересно смотреть в партере, потому что это такой прям классного уровня грэпплинг с ударами. А в стойке, конечно, ребята действительно немножко не такие яркие, потому что оба борца. Но в партере, конечно, Гамлет полагается. Ой-ой-ой, на хорошее свою мощь. тяжелое колено было. И, похоже, повезло И Гамлета. хайкик, да, Токарев Повело понимает, что нужно 100%. идти вперед. Токарев получает джебом, оверхенд Гамлет пролетает просто мимо. пытается выжить. Видно, что он потрясен. Потихоньку приходит в себя, и вроде вот пришел в себя он. Но это было тяжело. Как-то вылетают эти удары у Токарева. Да, и одиночные Хороший удары, прямой и не пытается подбородок, он... да, и джеб. И вот попытка прохода Гамлета, попытается он Опять. спастись в борьбе. Ну, слушай, тяжелый момент, который Гамлет пережил. И вот сам Токарев сейчас делает проход в ногу. Остается 1,5 минуты, и, конечно, у Гамлета серьезные проблемы сейчас начинаются. Инициирует сейчас борьбу именно Токарев. Опять оказывается у Серки. Секундант Токарева просит его ударить коленом, ой, не коленом, локтем, я так понимаю, на коротке. Но Тахир, как обычно, не прислушивается. А вот, кстати, попытался он, да, оттолкнуться, но не получилось. А Гамлет просто пытается перевести дух, потому что я думаю, что у него был какой-то вот микросотряс, что ли, я не знаю даже как назвать, микронокдаун у него точно был. Но он собрался, он нашел. Да, он в своей стихии, действительно, борьба в стойке, это то, что у него отлично получается. 36 секунд до окончания этого боя. Третий раунд получился совсем не таким простым, как, я думаю, ждали оба бойца. Но долго придется восстанавливаться после такого обоим. И вот сейчас уверен, Гамлет сзади. постарается, да, перевести своего соперника на настил клетки. У него это, в принципе, получается. Забирает он спину. Но при этом Тагир наносит удары в это время. Контроль за Гамлетом. Вот сейчас, кстати, чуть не поймал он его на такой 10 секунд до конца. школьный болевой прием, когда ты скрещиваешь ноги, забирая спину, но нет. Я думаю, что Гамлет о нем тоже знал, просто это такое первое, чему учат. 29, winner by unanimous decision, fighter of the red corner, Гамлет Асланов! 29-28, первый, второй раунд уходит Асланову.